Начинаем урок! Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на уроке математики. Тема урока – порядок действий. Сегодня на уроке мы закрепим знание порядка выполнения действий. Умение решать задачи изученных видов. Девиз урока. В мире много интересного. Нам порою неизвестного. Миру знаний нет предела. Так скорей, друзья, за дело! Послушайте простые задачи. К этим задачам надо записать только решение и результат. И вспомнить таблицу умножения и деления на 2 и 3. Первая задача. Зуб кашалота весит 3 килограмма. Сколько весят 4 зуба кашалота? Три умножить на 4 равно килограмм. Вторая задача. Пятнистая кукушка подкладывает в каждое гнездо по 6 яиц. Сколько яиц она подложит в 3 гнезда? 6 умножить на 3 равно яиц. Третья задача. На 3 балалайки натянули 9 струн. Поскольку струн на каждой балалайке? Девять разделить на 3 по струны. Четвертая задача. У птицы 2 крыла. У скольких птиц 12 крыльев? Двенадцать разделить на 2. Сколько получилось птиц? Молодцы! Вы справились с задачами. Посмотрите внимательно на выражение. Можно ли начать его решать? Нет? Почему? Вы считаете, что неправильно расставлен порядок действий? Давайте повторим правило. Как в правильном порядке расставить действия в выражениях без скобок и в выражениях со скобками. Первое правило. В выражениях без скобок, содержащих только сложение и вычитание, или умножение и деление, действия выполняются в том порядке, как они записаны. Слева направо. Например, 72 минус 9 минус 3
минус 6 плюс 12. Действия выполняются по порядку, одно за другим. Так как все действия первой ступени. Выполним действие и получаем результат. Результат равен 66. В выражении 27 разделить на 3, умножить на 2, разделить на 6, умножить на 3, умножить на 4. Действия тоже выполняются по порядку, одно за другим, так как здесь все действия второй ступени. Выполняем действие и получаем результат. Результат равен 36. Первое правило повторили. Переходим ко второму. В выражениях без скобок сначала выполняют по порядку слева направо действия второй ступени, умножение и деление, а потом действия первой ступени, сложение и вычитание. Например, в выражении 36 плюс 18 деленное на 3 минус 6 умноженное на 2. Первое действие – деление. 18 делим на 3, получаем 6. Результат запоминаем. Второе действие – умножение. 6 умножаем на 2, 12. Результат запоминаем. Третье действие – сложение. К 36 прибавляем результат первого действия, то есть 6. Получим 42. Четвертое действие – вычитание. Из 42 вычитаем результат второго действия, то есть 12. Результат равен 30. Молодцы. Третье правило. В выражениях со скобками сначала вычисляют значения выражений в скобках. Затем по порядку слева направо выполняют действия второй ступени, умножение и деление, а потом действия первой ступени, сложение и вычитание. Например, в выражении 18 плюс 24 деленное на, скобка открывается, 8 минус 5, скобка закрывается. Первое действие выполняем в скобках. 8 минус 5 равно 3. Результат запоминаем. Второе действие – деление. 24 делим на результат первого действия, на 3, равно 8. Результат запоминаем. Третье действие
сложения. К 18 прибавляем результат второго действия 8. Результат выражения равен 26. Отлично. Мы повторили все правила. Теперь вернемся к нашему выражению и правильно расставим порядок действий. Первое действие делаем в скобках. Действие вычитания. Второе – умножение. Третье – деление. Четвертое – вычитание. Попробуйте решить выражение. Проверим. Результат равен 11. Молодцы! Вы справились с решением выражения. Вы уже научились решать задачи купли-продажи. Сейчас нам надо начертить таблицу. Внести в нее данные, составить простые задачи, вспомнить формулы и записать решения. В первой задаче надо найти стоимость, во второй – количество, в третьей – цену. Первая задача. Купили 2 кисточки по 5 сом. Сколько стоит покупка? Чтобы узнать стоимость, надо цену умножить на количество. 5 умножаем на 2 равно 10 сом. Стоят 2 кисточки. Вторая задача. Цена простого карандаша 3 сома. За покупку заплатили 30 сом. Сколько купили карандашей? Чтобы узнать количество, надо стоимость разделить на цену. 30 разделить на 3 равно 10 карандашей купили. Третья задача. За 7 одинаковых точилок заплатили 14 сом. Сколько стоит одна точилка? Чтобы найти цену, надо стоимость разделить на количество. 14 разделить на 7 равно 2. Сома стоит одна точилка. Молодцы! А мы с вами спешим на помощь малышу. В гости к малышу прилетел Карлсон. Фрекен-Бок испекла плюшки и ватрушки и позвала их пить чай. Карлсон съел 9 плюшек, а ватрушек на 5 больше. А малышу, кроме чая, ничего не досталось. Помогите малышу посчитать, сколько всего
сдобы съел Карлсон? Выберите правильный ответ. А. 14 штук. Б. 23 штуки. В. 19 штук. Помог малышу тот, кто выбрал ответ Б. 23 штуки. Как вы рассуждали? Сначала надо узнать, сколько ватрушек съел Карлсон. К 9 прибавим 5. Получается, что он съел 14 ватрушек. Как узнать, сколько всего сдобы он съел? К 9 плюшкам прибавляем 14 ватрушек. Получается, что Карлсон съел целых 23 штуки сдобы. Интересно, как вы думаете, а сколько он тогда выпил чая? Вы очень хорошо поработали сегодня на уроке. Продолжите предложение. Мы повторяли. Я узнал. Мне понравилось. Теперь я умею. Ребята, вы любите пить чай? Посчитайте, сколько сладостей съедаете вы. Вам большое спасибо за урок. До свидания. До новых встреч.